Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Якутске квартирный вор попался из-за своей суеверности. Он забыл на месте преступления свои личные вещи. Сообщалось о задержании подозреваемого в грабеже в кафе-баре, который открыто похитил телефон у работника заведения. Установлена его причастность к совершению также квартирной кражи в городе Якутске. Эксперты установили отпечатки его пальцев с его собственного телефона и других вещей, оставленных им на месте совершения кражи. Ранее в полицию обратилась местная жительница с заявлением о краже из ее квартиры. Из дома пропали ювелирные украшения, оргтехника и продукты питания. Общая сумма материального ущерба составила 45 тысяч рублей. Полицейские предположили, что неизвестный проник в квартиру через форточку. Также они обнаружили сумку, забытую им. В ней были обнаружены его телефон, одежда и другие личные вещи. В ходе следственно-оперативных мероприятий подозрения полицейских полностью оправдались. Установлено, что подозреваемый действительно проник в квартиру через форточку на кухне. Пройдясь по квартире, он сложил в две сумки золотые украшения, ноутбук, нетбук и продукты питания. Покидая квартиру, тем же путем он выкинул через форточку сумки с похищенным, выбрался сам и уже на улице понял, что оставил свои собственные вещи. По его словам, возвращаться он не стал из-за суеверия. Полицейские раскрыли угон машины в Якутске. Угонщиком оказался ранее судимый 32-летний мужчина. Выяснилось, что за несколько дней до этого подозреваемый ремонтировал электрику этого автомобиля и похитил из салона иммобилайзер, а также вторые ключи. Воспользовавшись похищенными ключами, ночью злоумышленник угнал автомобиль со двора дома и спрятал его в гараже у знакомого в другом конце города. Со слов подозреваемого, угнанный автомобиль он планировал продать по запчастям. Сейчас машина возвращена владелице. Нижнеколымские полицейские изъяли 200 литров самогона у жителя поселка Черский. Во время обхода участковый выявил факт незаконной розничной продажи спиртосодержащей продукции. Выяснилось, что 51-летний мужчина в домашних условиях производил самогон и продавал его односельчанам в бутылках по пол-литра. В квартире мужчины обнаружено и изъято 200 литров уже готового самогона, который он хранил в металлических бидонах объемами 40 литров. Самогон изъят и направлен на исследование. По данному факту проводится проверка. Один из самых влиятельных румынских политиков Liviu Dragnea с понедельника отбывает тюремный срок за коррупцию. Бывший региональный барон, лидер социал-демократов и председатель Палаты депутатов получил 3,5 года. Он признан виновным в выплате жалования двум женщинам за фиктивную работу. Подробности в следующем репортаже, рассказывает Сергей Берец. Liviu Dragnea, до последнего времени занимавший посты лидера правящей социал-демократической партии Румынии и председателя Палаты депутатов, ближайшие 3,5 года проведет за решеткой. В понедельник румынские телеканалы вели прямую трансляцию по пути его следования в тюрьму Рахова в окрестностях Бухареста. В прошлом году суд признал его виновным в том, что он фиктивно устроил двух женщин, функционеров партии, на платные должности в государственном ведомстве по защите детей. На воскресных выборах в Европарламент партия Драгни потерпела сокрушительное поражение. В совокупности с посадкой лидера это стало тяжелым ударом для социал-демократов, признала Виорика Денчиле, премьер-министр Румынии и протеже Драгни. Лучший способ убедить людей снова голосовать за нас – это продолжать выполнение государственной программы, предложенной избирателям в 2016 году. Тогда партия пришла к власти, но Драгня не смог стать премьером из-за подозрений в фальсификации итогов голосования. Он стоял за реформой юридической системы и попытками ограничить независимость судов. Это вызвало массовые протесты в стране и резкую критику со стороны ЕС. Приговор – шаг в правильном направлении, считает политический аналитик Мирча Марьян. Румыния частично восстановила свою честь, отправив Liviu Dragnea в тюрьму. Преступник больше не будет управлять страной. Политическая карьера Драгни началась в Жудеце Телеорман, одном из самых бедных регионов страны. Его называли местным бароном. Позже он возглавлял ряд министерств, занимал должность вице-премьера, стал лидером партии и председателем Нижней палаты парламента. Драгня отметился не только на родине, но и в Бразилии, где занимался теневыми сделками с недвижимостью и отмыванием денег. По мнению наблюдателей, приговор политику и поражение социал-демократов укрепят позиции президента Румынии Клауса Йоханниса на предстоящих выборах главы государства и в борьбе с коррупцией. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.